то хочу, то не хочу, нету такого. Вот тебе положено вот это, вот ты и работай над этим. Нагрузки как в спорте, плюс к этому все эмоции, как у актеров в кино и в драматическом театре. Со временем, конечно, меняются, наверное, интересы, взгляды. Понимаешь, что допустим, история – это очень интересный предмет. Пошел, когда учиться в вуз, я до этого вообще не представлял, что политологию можно так интересно преподавать. Дети у нас еще пока маленькие, старшая бывает, но так спокойно, слава богу, воспринимает. Вот. 4,5 года. И маму смотрит на сцене, и папу смотрит на сцене. Пока не хочет танцевать, все хорошо. Хочется как-то для своих детей чего-то такого, чтобы не было таким тяжелым. Я работаю в театре практически 20 лет. За это время театр претерпел огромные изменения. Он очень превратился в настоящий дворец искусства. После реконструкции театра новое руководство сделало очень многое, как для зрителей, так и для нас, артистов. И очень приятно, что это продолжается до сих пор. Спасибо хочется сказать Юрию Антоновичу Трояну. Это тот человек, благодаря которому вообще я стал тем, кем я стал. Ты выходишь, и ты переживаешь эту роль, жизнь этого персонажа, и умираешь вместе с ним. И ты понимаешь, что порой наступают такие моменты, что ты больше не можешь. Ты понимаешь, что вот я не могу встать, мне так плохо на свет. Там, допустим, ты падаешь порой, но ты себя заставляешь, ты встаешь, ты делаешь, ты максимально выкладываешься на каждом спектакле. И эти эмоции, они еще больше усложняют ту физическую нагрузку. Потому что сделать какое-то движение безучастно, не прилагая никаких эмоций, намного легче, чем сделать то же самое, но с эмоциями горя, любви, страсти, радости, счастья. Не каждый человек может стать ведущим танцовщиком на сцене. Не только ввиду каких-то внешних данных, но и выносливости. Есть такие спектакли, что теряешь 3 килограмма, 4. И на следующее утро ты вообще не понимаешь, как тебе встать с кровати. Недаром у нас пенсия начинается после 20 лет выслуги. Не потому, что мы там как-то больше работали, а просто потому, что дальше невозможно столь же расточительно относиться к своему здоровью. Это наша гримерка. У нас в театре есть гримерки нескольких видов для артистов кардебалета и для солистов. Конкретно это для солистов. Я здесь переодеваюсь с 2 другими своими коллегами. Нас тут 3. Много вещей, потому что приходится постоянно переодеваться, одежда мокнет. Проводим здесь с 10 утра до 10 вечера, и днем, когда у нас есть перерыв, мы тут вот отдыхаем на диване. Вот. В общем-то, вся жизнь проходит в театре. Что это? Отличный подарок. Просто отличный. Пошел. Ты знаешь своего друга, поэтому очень осторожно. Так.
Вот такой ход с каким-то предчувствием все-таки. И вот здесь остановиться, это конец этой цифры, конец фразы. Еще раз, еще раз. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Все может быть в будущей профессии. И то, и это. Вот как судьба получится, так и будет. Ну так, чтобы сказать, что я сегодня сижу и вижу себя как постановщика, нет. Я так не вижу. Но в жизни все бывает. Вот так. И остановиться на ней на конец фразы. Вот, теперь хорошо. Первый. Ноги. Второй. Что-то медленно. Теперь. Раз. Два шага назад. И раз. И с этой штукой съесть ее же надо убрать. Расстраивает, когда не ценят то, что я делаю. Когда ты прилагаешь максимум усилий, а тебя не ценят, не замечают, да еще и говорят, что ты совсем плохой. Наверное, как и всех других людей, успехи. Собственные успехи всегда радуют. Заслуженный артист. Мне кажется, вот это успех. Какие-то награды государственные, там, положение на работе. Вот успех в этом проявляется. Вот. Мы часто едем на гастроли. Особо, конечно, я много не привожу, но вот как и многие какие-то сувениры, кимоно. Ну, одно из были еще беленькие, вот, но они уже сносились, а это как-то так реже носилось. Вот, и ну, вот из Мексики шляпа сомбреро. Сложно было привезти, так как в самолете надо было везти такую большую. Вот, и вот такую шляпку. Хотя так особо, не знаю, ничего стараюсь не привозить. Безусловно, ты, конечно же, смотришь, как тебе похлопали, ему похлопали больше или меньше. Но есть такие спектакли, что у зрителя слезы на глазах наворачиваются. И понятно, что в этот момент он аплодировать не будет. И это ты тоже понимаешь. И стараешься передать весь тот смысл, который вложил постановщик в эту роль, чтобы зритель окунулся в эту магию танца. Огромная часть моей балетной карьеры связана с балетами Елизарева. Мне очень нравится в них танцевать. Вот, и можно сказать, что во многом из-за этих спектаклей я остался в этом театре, потому что была возможность не раз уехать. Вот, очень яркие, красивые и приятные для исполнителя. Я, как и все мальчишки, в этом возрасте, там, 11 лет, это 5 класс, я думал стать летчиком, футболистом, ну, кем угодно, но только не артистом балета. К нам в школу пришли на урок 2 женщины, они построили всех мальчиков, посмотрели, отобрали нескольких и говорят: вы приходите
мы вас посмотрим еще вот в такое-то заведение. Я сказал маме, что, конечно же, я туда не пойду. Я не знаю куда, но я туда не пойду. Вот. Ну, так уговорили. Сходили, показались, нас посмотрели и отобрали. Вот. Пришлось с середины года где-то начинать учить все другое. Ну, постепенно я догнал, втянулся. Осталось много тех педагогов, которые учили и меня. И, конечно же, приятно работать сейчас с ними на равных. Мне кажется, что это люди, которые оставляют огромный вклад в твоей жизни. И ты вспоминаешь их на протяжении всего оставшегося времени. Антуан Лоран Лавуазье, фагоцитарная теория иммунитета. А у нас еще урезная программа была. Луи Пастер. Как можно преподавать предмет, чтобы это помнить спустя столько лет? Ага. Еще раз то же самое повторяем. Хорошо, да, значит, после этого, да. Раз подняли и перехватили в рыбку вот эту. И закончили в рыбке. Да? Вспомнили? Ну, поехали первые. Можно. Первая позиция, ребята. Тербушон. Фордебра назад. Ага, поставили. Вы в арабеске стояли, да? И дальше вы, когда поднимаетесь, девушки, ногу сразу в тюрбушон. Нет, не надо там подставлять, топтаться, да, сюда раз и прогиб сразу же. Характер формируется не только от того места, где ты учишься, а вообще от влияния всей окружающей среды на тебя, на твою психику. Это и дом, и улица, и заведение, в котором ты, плюс какие-то врожденные качества. И вот это все в совокупности рождает личность как таковую. Она тебе сказала: нет, иди, больше тебя видеть не хочу, но ты не можешь, потому что ты очень любишь... Ты сидишь здесь, Таня? Сидишь, да. Как будто он тебя уже достал. Нет, ну как я руку показывал? Не сверху я показывал. Вот что это такое? Я же на уроке сказал, что так не надо делать. И это тоже. Что это? Вот отсюда, вот зритель-то видит, да, вот эту вот лапу, да, которая закрывает ее лицо. Аккуратно, нежно, вот здесь вот, робко, понимаешь, вот так вот, не смело ты дотрагиваешься до нее. И вот это прикосновение, понимаешь? Мне легче играть, как сказать, полярные эмоции. То есть от любви до ненависти. Все вот эти крайние эмоции, их легче играть, чем что-то серединку какую-то. Мне кажется, серединку вообще играть не надо, ты всегда вот такой вот, в серединке вот такой, как есть. А вот там вот выплеск вот этой ненависти, вот этой злобы, допустим, жажды убийства, вот, либо любви, преклонения перед женщиной, целовать буквально там ее следы, руки, носить ее на руках, превозносить ее к небесам. Мне кажется, что вот это вот интересно. Бывает, что в спектаклях встречаются поддержки, где мужчины поднимают мужчин на вытянутые руки. И да, бывало у меня такое, что приходилось поднять свой вес на вытянутые руки вверх. И если ты не знаешь принцип этого, то ты никогда не поднимешь. Вот. А это ж как бы в рамках спектакля, то есть у тебя было до этого куча всего, и будет еще после этого куча всего.
и попрыгать, и поносить. И это должно пройти легко, чтобы зритель не видел этой тяжести. И в то же время ты должен сохранить здоровье, чтобы продолжить дальше танец. Я сейчас, может, разочарую многих телезрителей, но у артистов балета профессиональное заболевание – это сколиоз. У всех. Ну ладно, не будем. 90% всех артистов балета, они со сколиозом. И причем это еще со школы начинается. А здесь какой нюанс, потому что есть своя нога, рука там, и не своя. То есть, как правило, большая часть движений ты исполняешь с той ноги, которая тебе удобна, а вторая не задействована. Вот и поэтому идет перекос. Ну, так же, как мы пишем правой рукой, да, точно так же мы все поддержки поднимаем на правую руку. Ну, кто левша, тот на левую. И понятно, что одна часть получается перекачана. Как правило, более сдержанные спектакли – это вся классика, классическое наследие. Современные спектакли, они более душетрепещущие, они больше содержат эмоций в себе, как для артиста, так и для зрителя. И я бы сказал, что их сложнее танцевать. Они более физически затратны и требуют от тебя большей выносливости. Я работал 3 года в театре уже. У меня был определенный багаж ведущих партий, но это 23 года, когда ко мне подошел Юрий Антонович Троян и говорит, что вот я подумал, тебе надо станцевать «Спартака». И я ему говорю, ну что вы, я слишком молод, я 30 было, я еще не готов. Он говорит, ну вот мы и посмотрим. И некоторые артисты, станцевав эту роль, говорят, что я больше не буду это танцевать. Зачем мне такое? Лучше станцую Зигфрида в «Лебедином озере». Получу те же деньги, я затрачу в раз 5 меньше здоровья на это. На мой взгляд, «Спартак» — это значимая роль для любого артиста. Если ты в своей жизни станцевал, наверное, 2 роли такие есть. Одна — это Зигфрид в «Лебедином озере», которая показывает, что ты достиг вершин в классическом балете. А вторая — это «Спартак». Это показывает, что ты достиг и в современном физическом балете. То есть ты состоялся как и драматический артист, и как балетный классический артист. Вот могу честно сказать, исполняя эту роль, здесь сейчас хорошо говорить о ней. Но каждый раз, когда ты ее исполняешь, ты сам себе говоришь, больше я сюда не выйду в ней. Зачем я это сделал? Я не хочу, чтобы мне было так плохо. Вот. Но спектакль заканчивается, проходит время, и ты все равно к этому возвращаешься, если это твое. Если ты чувствуешь этого персонажа. Это престижно, исполнять эту роль. Мне вообще нравятся все вот драматические такие роли, как Хозе в «Кармен Сюите», Адам в «Сотворении мира», Спартак, Витовт, князь Владимир в «Страстях Рогнеди», где можно показать эмоции, где ты можешь раскрыть себя.
здесь, так же, как и во всей жизни, люди называют это судьбой. То есть, когда ты встречаешь в своей жизни определенных людей, которые влияют на твою дальнейшую судьбу, на жизнь. Мне повезло, у меня были такие люди, и в театре, и вне театра. И ты понимаешь через какое-то время, что без вот этой встречи, без этих людей ты бы не состоялся ни там, ни там, ни там, что они как направляющие какие-то маяки в твоей жизни, которые помогают тебе достичь твоих целей. Точно так же и здесь. Я считаю, что если судьба человеку, то это будет. Я не считал, сколько у меня их было, но все спектакли, что идут в театре, я все танцевал. Вот. И, как правило, если какая-то новая постановка есть, ты в ней участвуешь. Когда ты выучил эту роль, то ты в ней находишься до тех пор, пока ты в состоянии ее танцевать. У оперных, наверное, это как-то по-другому происходит. Вот. А у нас, пока у тебя силы есть, ты танцуешь. Многие артисты, смотря на свою запись, они видят одни недостатки. Там не доделал, там что-то не повернулся, там вот как-то вот не так дотянул подъем, а там голову не туда повернул, а тут взгляд не тот. Вот я к этим отношусь. Критичен очень. Я, конечно, понимаю, что зритель-то этого не заметил, то, что вижу я. Вот. Но как есть такое мнение у психологов, что окружающие видят вас на 40% лучше, чем вы видите себя. Князь Владимир — это был знаковой, очень яркой фигурой. И эту роль я мечтал, наверное, станцевать больше, чем Спартак. Спартак — не наша, можно сказать, история. А князь Владимир — это все-таки знаковая личность. Человек, который принес христианство в нашу землю, который объединил множество княжеств единое. И сама жизнь тоже очень интересная. Перед тем, как это станцевать, читал много книжек про него. Разных авторов, с разных сторон написанные. Было очень интересно. Даже такой аспект. Приезжали как-то мощи к нам его, святого князя Владимира. Отстоял очередь там, часа, наверное, 3 стоял, 4, поклонился мощам. Очень нравится сам спектакль, сама эта роль, сам этот персонаж, те эмоции, те краски, которыми вот он написан, и то, как можно это воплотить в жизнь. Ну, могу сказать, что это одна из любимейших моих ролей. Всегда очень рад, когда я танцую. Профессия артиста балета, она еще один такой нюанс имеет, наверное, не очень хороший. Пенсия в 40 лет, но вы понимаете, как можно в 40 лет пойти на пенсию. А другой профессии ты не имеешь, по сути. Даже если ты имеешь профессию, ты не имеешь опыта работы. То есть такой специалист получается, который в принципе никому не нужен. Я закончил Академию управления. Поначалу я, конечно, боялся туда пойти, потому что там очень высокий конкурс. После школы прошло 10 лет. Пришлось идти на тестирование. И сдал, и прошел по баллам. Почему туда пошел? Идти на специальность, которая у меня уже есть, то это как-то не очень умно. То лучше что-то еще получить в жизни. И я не пожалел. Я получил одну специальность, потом еще одну специальность. Вот. Теперь уже магистратуру закончил. Да. Понятно, что и в жизни можно быть таким. И тем, и грубым, да, и нежным. Но здесь как-то вот какую-то историю тебе рассказали, и ты вот воплощаешься и проживаешь ее. Вот, наверное, это самый большой плюс нашей профессии. Единственное, почему, мне кажется, я буду скучать, это вот по вот этому, по вот этим эмоциям, которые вот ты проживаешь, роли, жизнь людей на сцене.
Вот. А от того, что ты еле-еле выносишь ноги со сцены, это явно скучать не буду.